Обжарка кофе для северного региона кажется делом экзотическим, но оказывается в Коми целых два таких предприятия. И одно из них в десятке крупных по России. Уже несколько лет компания ежегодно только наращивает объемы производства. Сегодня в месяц компания «Кофе Плюс» обжаривает более 40 тонн кофе. И в планах только расширяться. В этом помогает и республика в непростых экономических условиях. Эксклюзивные кадры и секреты Коми-обжарки в материале Ольги Коняевой. Немногие знают, что в нашем северном регионе успешно работает предприятие по обжарке кофе. Бренд «Макбуш» больше известен крупным дистрибьютором, предприятием сферы гостеприимства России и не только. Кофейная фабрика отвечает самым строгим стандартам производства санитарным и качества обжарки. Знакомство с процессом для нас начинается с дезинфекции. Для кофейных зерен трехступенчатая система проверки. Первая – отбор фотосепаратором. Бракованный кофе – это квакеры. Желтое зерно, которое не созрело, и имеет отрицательный вкус для кофейной чашки. Следовательно, сюда идет брак у нас именно бракованный кофе. Здесь уже идет только хороший кофе. То есть, видите, он одинарного цвета, а если посмотреть туда, там будет зерна желтого цвета. Это значит, что они бракованные. А началось все в далеком 2004-м с любви к чашечке бодрящего и с небольшого магазина. Но в 2011-м пошлины на ввоз импортного обжаренного кофе выросли. Выгоднее стало закупать зерно и доводить до ума внутри страны. Тогда и началось местное производство. Хотя поначалу, говорит основатель компании Игорь Бушковский, это были больше мытарства. Драйвером стала компания «Додо». С ними буквально пришлось и развиваться. Потому Коми кофе-обжарки везде, где есть пиццерии Федора Овчинникова. А это вся страна. Сегодня список крупных заказчиков постоянно растет. Санкции сыграли на руку. На свежеобжаренный кофе премиум-класса спрос еще больше. С рынка ушли такие сильные игроки, как Лаваца, кофе Паулик. Они с рынка уходят, и эта ниша освобождается. И крупные игроки, они как раз начинают искать предприятия, которые способны восполнить их потребности. И сейчас это получается, что импортозамещение чистейшей воды. Не обошлось и без трудностей. Зеленое кофейное зерно закупают у сертифицированных фермеров Бразилии, Нигерии, Индии, Эфиопии. Западные ограничения нарушили налаженные логистические цепочки. Часть грузоперевозчиков, а это в основном американские, европейские компании, отказались ввозить товар в Россию. Транспортировка в итоге подорожала в 4 раза. Сбой в поставках примерно на 1,5 месяца. То есть мы в течение 1,5 месяцев тратили свои запасы и докупали кофе в Москве у перекупов за бешеные деньги, скажем так. Да? Получается, что мы теряли свою рентабельность, но сейчас мы стараемся все отладить. Полностью исключен человеческий фактор. Разработано собственное программное обеспечение. Операторы цеха следят за настройками, чтобы каждое зернышко поджарилось в нужной степени. Оно само открывается, все сбрасывается, и сейчас оно охлаждается. То есть оно берет холодный воздух из помещения, пропускает через горячий кофе, кофе охлаждается, и после этого мы его отправляем на очистку от камней. Компания постоянно модернизирует оборудование. Сейчас полностью перешли на голландское. С помощью лизинговой компании «Коми» планируют закупить новый ростер на 60 килограммов. Его цена 15 миллионов. Сегодня компания обжаривает 2,5 тонны в день. В перспективе в 2 раза больше. Этот вот 30 килограмм за раз жарит, будет ростер в 2 раза больше. То есть мы сможем уже не 70 тонн в месяц обжаривать, а до 120 тонн мы можем обжаривать в месяц. В 2020-м в пандемию ковидных ограничений поддержала республика и Центр «Мой бизнес». И сегодня помогают наладить новые контакты. На выставке «Продэкспо» удалось заключить сразу несколько контрактов. География поставок ширится. Теперь это не только вся Россия, но и соседние страны. Кофе, обжаренный в нашей республике, теперь будут пить в Казахстане и Беларуси. И вот готовится очередная партия на экспорт. Все специально упаковано и промаркировано. Этот кофе для кофеин одной из крупнейших торговых сетей Беларуси. Из магазина до кофейной фабрики международного уровня. Кофе своего бренда и на персональный вкус с логотипом заказчика. Фасовка в азот для длительной свежести, стабильное качество и объемы поставок. Купить кофе «Макбуш» жители Коми могут в магазинах МАТА по хорошей цене или заказать на Озон. Акция в поддержку жителей региона в эти непростые времена. Скидка по промокоду «Макбуш 25». Ольга Коняева, Павел Люленмин, телеканал «Юрган».